Бисмиллахи рахмани рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Мое обращение будет к моим соотечественникам. Я сделаю его на русском языке, чтобы зритель мог прослушать это видеообращение. И оно связано с последними событиями в Украине. И потому что в средствах массовой информации начали делать акцент на чеченцев. Вот. И с этим я хочу обратиться к своим соотечественникам. Мои братья и сестры, сегодня, в это тяжелое время, действительно тяжелое время для нашего народа, я обращаюсь в очередной раз уже к вам со своим переживанием за все происходящее, потому что это касается нас тоже. Я знаю, как все остальные, мы знаем, что в Украине воюют на стороне Российской Федерации армии воюют пару сотен чеченцев. То есть их послали в Украину воевать против украинцев. Это факт, все об этом знают. Но я хочу подойти к такому моменту. Я не понимаю этих людей, который может пойти в российскую армию, встать рядом с теми, кто убивал твой народ. Убивал твой народ веками, каждые 50 лет. Это выселки, насильственные выселения, это войны, к примеру, последние две войны, война Ельцина и Путина. Во время двух этих войн было убито около 300 тысяч мирного населения. Из них 45 тысяч детей. И все они были убиты российской армией, а не украинской армией. И не армией какого-то другого государства, а именно российской. Российские оккупанты, агрессоры убивали чеченцев со всей жестокостью, применяли все виды оружия, убивали в тюрьмах, концлагерях, закапывали живьем, сжигали живьем. И все это делала Россия по приказу Ельцина и Путина. Поэтому я никак не пойму того, кто встанет рядом с российским военным и будет воевать за интересы Российской Федерации и за интересы Путина или кого-нибудь другого человека, кто станет президентом России. И считаю, что ни один чеченец не имеет права идти в эту армию, тем более воевать за эти интересы. Я никогда не слышал, чтобы у нас были какие-то проблемы с украинцами. Наоборот, зная их очень давно, у меня было очень много контактов с украинцами. Я видел и слышал только теплые отношения. Я даже могу назвать братскими отношениями. И никаких проблем со стороны Украины у нас не было. Наоборот, в эту страну когда-то уезжали беженцы, проживали в Украине, их там принимали, даже знаю количество. А Российская Федерация всегда являлась и является нам сегодня врагом. Не только врагом для чеченцев, но также врагом для Кавказа и для всего человечества. Мы видим это из последних выступлений, из выступлений чиновников, генералов российских, которые буквально шантажируют все человечество. Вот где враг. Поэтому те, которые действительно поехали в Украину, эти пару сотен чеченцев, я их не считаю чеченцами, я их считаю отщепенцами, предателями чеченского народа.
Я знаю и знают все чеченцы, что мало кто их поддерживает, и даже могу сказать примерно 90, может 95% чеченцев против их действий в чужой стране, в Украине. И они осуждают их действия, вот, их шаг, что они встали рядом с российским солдатом, с Ваней, там, Сережей, и пошли против украинцев. Мы за Украину, потому что Украина испытывает то же самое, что испытывал наш народ. Вот вспомните, скажем, 94 год, как они вторгались в нашу республику. Вот начало декабря 94 года, я рассказывал про Первую российско-чеченскую войну, как этими колоннами они двигались к нашей столице, Грозному. Вот. Также колоннами они двигаются к Киеву сегодня, российские войска. Вот. И как российская армия нас обстреливала из реактивных установок «Град», «Смерч», «Ураган», как они стирали с лица земли наши села, города, как они убивали мирное население, вот. Вели артобстрел, минометные обстрелы по населенным пунктам. То же самое сегодня происходит в Украине, когда вот российские войска убивают мирное население Украины. И поэтому вот эти, которые поехали туда, в Украину, стали российскими оккупантами. Они являются сегодня российскими оккупантами. И это позор для них, не для всех чеченцев, потому что мы, чеченцы, осуждаем и не поддерживаем их. Вот что я хотел бы сказать. И наш народ всегда будет проклинать их. Проклинать. Потому что это предатели чеченского народа. Это путинская пехота, это путинцы. Вот. Но никак не чеченцы. И я никак не могу понять даже по религии, по исламу, какой джихад, какую священную войну они пошли делать в Украине, к примеру, да. И надо тут просто добавить один момент, вспомнить, как Путин в 99 году говорил такие слова дважды, что он готов воевать даже с Аллахом. А сейчас вот эти отщепенцы пошли воевать за интересы этого варвара, этого Путина. Вот. И хотел бы добавить, что делайте все, чтобы спасти ваших сыновей, детей, чтобы они не были отправлены в Украину. Я знаю, что в последнее время многие получили повестки, чтобы они явились в военкоматы. Вот, и они уже забирают молодежь, отправляют эту молодежь в Украину. И есть тоже такой факт. То есть не все чеченцы там находятся добровольно. Вот. Делайте все, чтобы спасти своих сыновей. Вот что самое лучшее и правильное на сегодня для вас. Вы просто вспомните, как на наших улицах валялись вот эти трупы российских оккупантов. Вы что, хотите, чтобы их тела валялись на улицах украинских городов? Так вот, думайте головой, спасайте своих сыновей лучше. И свой гнев, свое недовольство направьте в правильное направление. Это против Путина, который убивал нас, который виновен в развязывании и навязывании нам войны. Направьте эту злость и ненависть против того же Кадырова, который виновен в том, что он развязал
внутричеченскую войну, что он стал виновником гибели многих наших соотечественников, не только мужчин, но и женщин. Вы даже лучше меня знаете, сколько людей прошли через их концлагеря, личные тюрьмы этого Кадырова, этого Шляпка. Вот, давайте спасайте сыновей своих. А наша цель, наша позиция многих чеченцев, которых я знаю, с которыми я общаюсь, у нас сегодня правильная позиция. Мы стоим за Украину и будем стоять за Украину, потому что сегодня они стали жертвой нашего врага, жертвой Российской Федерации, и они сегодня воюют против нашего врага. И еще подчеркну, что есть чеченцы, которые уже давно находятся там, в Украине, воюют против российских военных, и есть чеченцы, которые уже поехали туда, из Европы, из других стран, принимать участие в войне против российских оккупантов. Вот. Берегите свою историю, берегите своих сыновей. Иншаллах, шадик дикхарду, все по воле Аллаха. Каждый будет наказан Аллахом за такие деяния. Поэтому нам лучше стремиться к лучшему, призывать к миру. Мы никогда не призывали к войне или не призывали, чтобы кто-то куда ехал и воевал. Мы такого не делаем, в отличие от этого подонка Кадырова, который это и делает, который проливает кровь своих соотечественников. Я даже более уверен, что он не нашей крови. Как-то его папа тоже признавался, говорил это в своем интервью. Я раньше в своих видео это говорил. Вот с этим обращением я хотел к вам обратиться. Аллах рейс Масана.